Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева, я представитель движения «За независимость Саха». И сегодня у нас очередные пятничные новости. 7 мая около 8:00 утра по местному времени на складе готовой продукции обогатительной фабрики в городе Нерюнгри произошел взрыв с последующим возгоранием метана и каменного угля. Горение угля сопровождалось сильным задымлением и риском взрыва из-за скопления угольной и сульфидной пыли, а также сложной конструкции здания. Площадь возгорания 300 квадратных метров. Полностью пожар был ликвидирован только спустя несколько часов. В результате взрыва 4 человека, находившиеся на складе, получили серьезные травмы. Пострадавшие были сначала госпитализированы в районную больницу, затем доставлены в ожоговый центр в Якутске спецрейсом санавиации. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Огнем повреждены складское здание, кровля, строительные конструкции и конвейерная лента. По факту взрыва и последующего возгорания прокуратура республики начала проверку. Губернатор Якутии Айсен Николаев ни слова не сказал о взрыве на фабрике. В тот день, 7 мая, он появлялся в пространстве медийном. Что он делал? Да, он торжественно открыл, например, арку «Якутск. Город трудовой доблести». Затем он возложил венок к памятнику снайпера Кульбертинова. Тут же он открыл памятник артиллеристу Протодьякону. В общем-то, у него насыщенный день получился на открытие памятников. В этот же день также он с большой благодарностью, как у него написано в телеграм-канале, вручил награды уважаемым ветеранам и сотрудникам Национальной гостелерадиокомпании, да, в связи с 20-летием. Затем он поехал на акцию зажжение свечи памяти на площади Победы. В общем, там присутствовал со скорбным лицом. Еще также в эти дни появилась информация о том, что он встретился с министром просвещения, который прибыл в республику, Сергеем Кравцовым, посетил с ним исторический парк. Потом открыл еще один памятник. Вот. Ну и сегодня, конечно, он был присутствовал на параде. В общем-то и все. Получилось у него как в том детском стишке. У Танюши дел немало, у Танюши много дел. Утром брату помогал, он с утра конфеты ел. Ну, то есть он, в общем, ничего не сказал о том, что произошло на фабрике в Нерюнгри. Ни слов поддержки пострадавшим, которые остались в живых, работники Якутугля. Ни слова о том, что вообще произошло. В республике и так непростая ситуация. Среди населения отмечается очень большая тревожность. И такие случаи не должны оставаться без должного внимания властей. Он, как официальное лицо, как гарант Конституции, должен был выйти к своему народу и выразить слова поддержки. Он вообще с народом или он, ну, грубо говоря, с мертвыми, да? Люди, которые живут в республике, они, в отличие от памятников, и в отличие от тех, значит, чьи фотографии несут на акции «Бессмертный полк», люди в республике живые. И они переживают за то, что происходит в республике. Пострадавших, насколько мы знаем, посетил первый зампред правительства Дмитрий Садовников. И из последних новостей мы знаем, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, а двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Пока официальных данных о причинах взрыва, причинах пожара нет. Вот. Но я полагаю, что они могут быть связаны с такими типичными факторами для закрытой и управляемой информационной среды, особенно когда речь идет о стратегических отраслях и регионах. Во-первых, почему власть молчит? Да? Информационный контроль соблюдается, да, над нашей стратегической отраслью. Уголь – это ключевой экспортный и промышленный ресурс, особенно у нас в Республике Саха. Любые инциденты, которые способны бросить тень на безопасность, на управляемость или устойчивость этой отрасли, они стараются не выносить на публику. Во-вторых, пожар мог вскрыть очень грубые нарушения. Но он, конечно же, их вскроет, потому что проверка уже идет, прокуратура назначила проверку, да. Вот. Но насколько узнаем ли мы о них, это еще вопрос, да. Поэтому сейчас лучше замолчать, чем народу объяснять, что произошло.
То, что во время взрыва и пожара пострадали люди, указывает на возможные нарушения техники безопасности, на нарушение хранения угля, на проблемы с вентиляцией и, может быть, даже на несоблюдение промышленной безопасности. Медиа в нашем регионе, они под давлением. Независимых СМИ в Республике Саха не осталось. Местные журналисты либо боятся освещать острые темы, вот, либо работают по темникам, да, что называется. Даже если информация появляется, она быстро сводится к формальным отчетам, без анализа причин и последствий. Это очень неудобный момент для власти. Пожар случился в преддверии майских праздников и на фоне патриотической мобилизации. Фокус СМИ сейчас смещен на автопробеги, я об этом скажу ниже, да, на фильм «Алдан», о нем мы тоже сегодня поговорим, ну и на парады, и на лозунги советские. Серьезный техногенный инцидент с пострадавшими явно не вписывается в картину стабильности и гордости за страну. Следующая новость про патриотический фильм «Алдан», который вышел на экраны по всей России с 1 мая 2025 года. Ну и в республике у нас его, конечно же, тоже показывают. Давайте посмотрим. С 1 мая 2025 года в кинотеатрах по всей России начался показ фильма «Алдан», снятого при поддержке российского Минкульта. Картина позиционируется как патриотическая драма, но на деле является типичным пропагандистским кино, направленным на укрепление традиционных ценностей и поддержку официальной повестки. Фильм рассказывает о судьбе молодой семьи из Якутска, которая сталкивается с трудностями времен перемен и находит опору в служении Родине и верности государству. Как и в других подобных проектах последних лет, сюжет сочетает элементы мелодрамы и героизации трудовой и военной службы, избегая острых социальных и политических тем. Картина получила широкий прокат в регионах, включая Республику Саха. Часть съемок проходила в Алданском районе. Официальные СМИ активно продвигают фильм, называя его важным культурным событием. Однако в независимых пабликах зрители указывают на шаблонность сценария, слабую актерскую игру и назойливую идеологическую подоплеку. Премьера фильма «Алдан» совпала с началом майских праздников, когда традиционно усиливается медийная кампания вокруг патриотических тем. В условиях продолжающегося давления на независимую культуру и цензуры в кинопрокате «Алдан» стал очередным примером того, как государство использует кино как инструмент идеологического влияния. Сразу хочу сказать, что мы этот фильм не смотрели, потому что мы понимаем, что это очередное такое патриотическое кино из серии «Как мы вас любим, дорогие налогоплательщики», и покажем это через слезы под, значит, патриотическую музыку. Вот. Я сегодня хочу сказать о другом. Не так давно, буквально на днях, на якутском телевидении вышло интервью с прототипом главного героя. Вот, что я поняла, да, он на самом деле представился программистом, который добровольно пошел на войну. Очень, скажу я вам, не то чтобы интересный, да, а такой продуманный молодой человек. Все его бизнесы, которыми он занимался в Якутске, до начала полномасштабного вторжения, они буквально прогорели, да. Что он там делал? По-моему, там занимался изготовлением робота-уборщика. В общем, у него ничего не получилось, да. Он пошел специально на войну для того, чтобы, во-первых, заработать денег. И он это, кстати, не скрывает, да. Он конкретно не говорит, что я пошел на войну для того, чтобы заработать, но в этом интервью это четко прослеживается. Он, во-первых, пошел туда, чтобы заработать, во-вторых, он прекрасно понимает, что участие в войне в сегодняшних политических реалиях, да, российских, дает ему дополнительные бонусы, такие как государственная поддержка, ну и всенародная любовь, да, скажем так. Двери для него, он прекрасно понимает, что двери для него в любые кабинеты с его участием, с его ранением, с того момента, как он пошел на войну, будут открыты. И сейчас, на самом деле, он
все правильно понял, да, и вернувшись с войны, он сейчас этим очень активно пользуется. Он сейчас открыл новый бизнес, обучает детей программированию. Вот, давайте посмотрим интервью, да, небольшой отрывок из его интервью Ирине Ефимовой. И правда находится пока за 3-9 земель. Когда эти люди приедут, когда наши братья вернутся, тогда мы сможем их спросить, а что там произошло, что там было на самом деле, расскажи об этом. И в этом фильме приоткрывается картинка того ужаса, который происходит на СВО. Тех кошмарных событий, где нам, простым людям из России, приходится принимать очень сложные решения. Мы сами вольны решать, остаться здесь или уйти, понимаете? Как сказать, у меня сейчас в кейсе, в портфеле 7 инди-студий, 7 команд города Якутска, 7 студий подписали со мной соглашение, что до конца 2025 года я реализую в Steam их компьютерные игры. Это означает, что я сейчас выступаю в качестве Института развития Республики Саха-Якутия. Ну и как человек не глупый, он, конечно же, он пошел по контракту, но пошел он медиком, потому что он по своей первой специальности медик. Пошел он на войну медиком и сделал это специально для того, чтобы у него, он же понимает, да, человек не глупый, он понимает, чем все это закончится. И к тем, кто пошел на войну, особенно добровольно, и воевал там, да, не 1 год, так же, как и он, после войны будет очень много вопросов. И после войны украинская сторона будет запрашивать и у нас, и национальных республик, да, и вообще у России, да, запрашивать данные о тех людях, которые принимали участие в войне, ну и которые выжили. Вот. И он понимает, что эти данные его отправятся в Украину. И там всесторонне будет рассматриваться его дело, насколько он причастен к военным преступлениям. Вот именно поэтому он пошел туда, для того, чтобы у него был маневр для отхода в будущем, да, он пошел туда медиком. И я бы очень хотела обратить ваше внимание на его слова. Не могу сказать, в угоду ли политической конъюнктуре сказал он эти слова, однако он произнес: мы все равно заставим любить, кровью ли, болью ли, заставим любить украинцев нас. Мы все равно кровью ли, болью ли, вот это вот дословно, да, его слова, заставим украинцев снова стать нашими братьями. Мы все-таки когда-то были одной большой страной, мы были когда-то одним большим народом. И сейчас происходит вот такой вот, пусть с болью, но идет восстановление вот этих братских уз. Через боль, через кровь, но они все равно будут нашими братьями. Мы все равно вернемся в лоно единого государства, в лоно единого народа. Я думаю, он не дурак, он должен это понимать, что на самом деле такого не будет никогда. И в планах у российского государства нету этого, да, чтобы принуждать кого-то к любви. Он понимает, что российское государство сейчас занимается планомерным уничтожением наций. Каждый день бомбя города, каждый день убивая мирное население. Это истребление нации. Российскому государству нужна территория. И он это не может не понимать, как человек не глупый. Вот. А говорит он, скорее всего, это для того, чтобы, да, вот получить ему чисто из меркантильных целей. Для того, чтобы ему получить очередной кредит, для того, чтобы в очередной раз государство, услышав эти слова, да, он выступает как лидер общественного мнения, да, как такой инфлюенсер, да, особенно с этим фильмом «Алдан». Презентация проходила в Москве, предпоказ был в Москве, и, в общем, вся страна его увидела, и его самого, и этот фильм. И, в общем, он стал довольно популярным, да, на сегодня. Вот. И мне кажется, он прекрасно понимает, да, к чему приведут эти его слова. Он прекрасно понимает, для чего он это говорит. Вопрос возникает, вообще для чего был снят этот фильм, да? Ну, на самом деле простой ответ, потому что это нужно. Минкульт и федеральные телеканалы в очередной раз заказали вдохновляющий сюжет, чтобы было что показывать по праздникам. Глубины и правды в этом кино нет.
да, несмотря на то, что я его не смотрела и смотреть не собираюсь, я вам об этом хочу сказать сразу. Никакой глубины, никакой правды вы там не найдете. Вот. Самое главное, это вот героический монтаж и обязательный музыкальный финал с триколором на заднем, значит, плане. Вот. Зачем это смотреть? Вам это смотреть незачем. Вот. Но прокат все равно идет, отчетность у них будет, и деньги уже списаны. Да? Значит, уже в следующем месяце нас может ждать продолжение. Например, такое: Норильск, вера, надежда, дотации. Шутка, да? Вот. Ну, то есть это вообще это не кино. Это о том, что вот как далеко зашла иллюзия, что экран – это зеркало общества. Да? Вот в этом случае экран – это вот такой пропагандистский транспарант, большой, с прожектором, вот, натужной надеждой, что кто-нибудь в это поверит. Вот. Так что если вы еще не смотрели этот фильм, то ничего страшного, вы ничего не потеряли. Более того, да, в вашем регионе скоро построят декорации к следующему фильму. Вот. Главное, чтобы без сценария не осталась реальная жизнь. Вот. Так, следующая у нас новость. К сожалению, новостей вообще на самом деле очень мало, да, на фоне всего этого победобесия, которое длилось 2 недели. Вот, но новость есть, она скорее общероссийская, да, это убийство активистами русской общины гражданина Армении. Давайте посмотрим. В ночь на 7 мая в городе Всеволожск Ленинградской области произошло жестокое нападение на одну из квартир жилого дома. По словам очевидцев, группа людей в черной одежде, балаклавах и с нашивками русской общины, представляясь полицейскими, выломала дверь и ворвалась внутрь. После нападения в квартире начался пожар. По предварительным данным, он мог быть устроен для сокрытия следов преступления. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тело 37-летнего гражданина Армении Гора Авакимяна, погибшего в результате пожара. Гостья Авакимяна, находившаяся в квартире, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна 7-го этажа. Она выжила, но находится в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший – сын хозяйки квартиры. По ее словам, он был найден в крови и с следами ожогов. Молодой человек рассказал, что неизвестные травили его газом из баллончика и били электрошокером. Сама хозяйка квартиры также сообщила, что видела на лестничной площадке нескольких мужчин в черной одежде и с нашивками русской общины, лица были скрыты балаклавами. По данным ряда источников, нападение связано с национальной ненавистью. На фоне этой новости я хочу поговорить сегодня о том, что делает русская община в Республике СХ. И она тоже расширяет свою активность. К счастью, таких случаев страшных, как в Ленинградской области, не было у нас. Вот. Но и тем не менее, они очень активны. Под лозунгами традиционных ценностей и информационной безопасности она открывает новые филиалы. Например, новый филиал был открыт в Мирном. И даже заказана вся вот символика для открытия нового филиала. И заказаны и футболки с символикой русской общины, заказаны визитки и заказаны флаги. Вот, на днях все там же, в южной части нашей республики, русская община провела автопробег. И назвали они его в честь, значит, провели они его в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. И с мая месяца русская община стала набирать кибердружину, членов в кибердружину, да, для того, чтобы значит, мониторить интернет. На первый взгляд вообще культурная, как бы, да, патриотическая инициатива, но в условиях усиливающегося государственного давления, в условиях, когда происходят расправы над инакомыслящими, в условиях, когда происходит убийство, да, людей неславянской национальности, подобные организации часто вот они становятся каналами слежки, давления и доносительства. Вот. Опыт последних лет показывает, что кибердружинники в регионах нередко участвуют в травле, и сами их устраивают. И журналистов, и учителей, и, в общем, тех людей, которые, на их взгляд, являются очень подозрительными. Да?
Особенно важно говорить об этом сейчас, особенно вот после того, что произошло во Всеволожске. Поэтому призываю жителей республики быть очень внимательными. Смотрите, кто стоит за подобными структурами, какие у них цели, кто их поддерживает и с какими структурами они связаны. Вот, потому что под видом кибербезопасности, да, они могут проводить инструменты, они могут проводить различного рода репрессии. Вот. На сегодня все. Неделя, к сожалению, была не очень насыщенная на новости, потому что все было занято предстоящими празднованием, торжествами, да, по поводу победы во Второй мировой. Вот. Тем не менее, призываю вас подписываться, ставить лайк, комментировать для тех, кто желает оказать нам посильную помощь. Под этим видео я размещу реквизиты, по которым вы можете совершенно безопасно для себя помочь нашему движению и продвижению нашего канала. Спасибо всем большое. До следующей пятницы.